Доброе утро! Мы продолжаем наш эфир. К сожалению, не все из нас могут и умеют копить свои финансы. О том, как грамотно обращаться с деньгами. И в целом о финансовом планировании мы сегодня поговорим с нашей утренней гостьей. Рада представить вам руководителя отдела первичных продаж кооператива «Аргыс Кредит» Марии Миняковой. Доброе утро, Мария. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, о вашем кредитном кооперативе. О деятельности. Да. Наш «Аргыс Кредит» на рынке финансовых услуг работает уже более 8 лет. У нас трудятся 6 кредитных участков в районах нашей республики и 2 в городе Якутске. У нас более 4000 довольных пайщиков, которые постоянно пользуются нашими услугами. Тем самым они свои финансовые цели достигают. Для наших пайщиков мы всегда проводим различные роды мероприятий. Например, в 2018 году мы открыли 2 проекта. Это школа успешных людей при «Аргыс Кредит» и также клуб «Бриллиантовый возраст», где наши пайщики постоянно общаются, что-то новое для себя узнают и делятся ценной информацией. Вот. Ну, а все-таки, наверное, самый вопрос интересует, вопрос. да, как все-таки начать копить? Для того, чтобы вообще копить, нужно придумать себе финансовую цель. Так. Например, многие наши пайщики копят на первоначальный взнос ипотеки, кто-то копит на путешествия заранее, откладывая свои заработные платы, например, по 10%. Ну, если получил премию, то отложил 50%. Это прям как золотое правило накопления. Например, если откладывать по программе «Якутские бриллианты», срок составляет 2 года. Если откладывать по 20 тысяч ежемесячно, то к концу срока можно накопить 520 тысяч рублей. Но я считаю, это хорошая сумма для первоначального взноса ипотеки. Тем самым у заемщиков в будущем ежемесячный платеж будет меньше, то есть нагрузка, соответственно, будет меньше. По программе «Якутские бриллианты» ставка у нас составляет 13% годовых. И также имеется очень важный финансовый инструмент по этой программе. Имеется ежеквартальная капитализация процентов. То есть ваши проценты будут расти все больше и больше. С каждым годом, да? Да, с каждым годом. Какие еще программы предлагает ваш кооператив? У нас есть краткосрочные программы. Это те, кто хочет накопить, например, за короткий срок, на 3 месяца, на 6 месяцев, на 1 год и также вот на 2 года. Плюс долгосрочного договора в том, что на 2 года, если вы открываете договор, ваша ставка сохраняется. Ведь у нас такое время сейчас, Центральный банк регулирует ставки наши, то уменьшается, то увеличивается. То есть на этот срок вы можете спокойно копить свои деньги, зная, что ваша ставка не поменяется. Но что требуется для того, чтобы заключить договор личных сбережений? Для того, чтобы заключить договор, конечно, нужно подойти в наш офис. У нас в Якутске 2 офиса. Это на Амосова 18 и Аюнского 4. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и номер ИНН. Нужно всего лишь 3 документа. Также имеется вступительный взнос 1100 рублей, 1000 из которых потом возвращается. То есть ничего не теряете. Сколько по времени требуется, чтобы оформиться? Буквально 10-15 минут. Немного. Да. Также у нас есть приложение, через Сбербанк онлайн можно пополнять свои договора. То есть не надо никуда ходить, вы можете спокойно пополнять. Удобно. Удобно, да, очень удобно, без комиссии. А что касается процентных ставок, выгодно ли брать в вашем кооперативе? Займы. Займы. Да, у нас очень много клиентов. Мы работаем с физлицами, с индивидуальными предпринимателями и также с юрлицами. Я считаю, у нас очень выгодный процент по займам, так как срок очень короткий. То есть в течение часа можно взять деньги. Для юрлиц, конечно, срок в течение 1 дня при наличии всех документов.
Мария, давайте поговорим об основных правилах накопления. Какие это правила? Да, я вот повторюсь, основные правила накопления это откладывай 10% от своей зарплаты. Также второе правило, очень главное, откладывай 50% от дополнительного дохода. И третье правило, нужно искать договора, да, где есть, например, капитализация процентов. Это тоже финансовый инструмент, очень главный. Еще раз давайте напомним ваши адреса. Они не только офисы находятся в городе Якутске. Да, у нас 6 кредитных участков в районах. Это в Среднеколымске, в Вилюйске, в Нюрбе, в Оленьке и в Батагае. Что ж, Мария, огромное вам спасибо, что пришли к нам этим утром. Мы желаем вам плодотворной, отличной работы и отличного дня сегодня. Спасибо.